Цветом я занимаюсь 30 лет и 3 года, получается, видимо. Вот. Тема, конечно, очень интересная. Сначала я позанимался цветом, написал дипломную работу сам я фольклорист, дипломную работу по цвету. Потом пошел, значит, защитил диссертацию, написал первую книгу. Она посвящена была чисто фольклорным символам, фольклорным образом, цветовым образом. Потом потихоньку попал на другую струю. И вот хочу немножко рассказать. По большому счету тема, которой я занимаюсь, называется не символика цвета, не цвет как таковой, а хроматизм. Что такое хроматизм? Думаю, что потихоньку разберемся с этим. Хроматизм в представлениях народа коми. Вот так примерно называется наша тема. Очень часто задают вот такой вопрос, когда узнают, что я занимаюсь цветом. Какой цвет у коми самый любимый, самый популярный, самый лучший, самый предпочтительный? Вот, и как-то я тут же теряюсь. Поэтому, если хотите, не хотите ставить адресата в неловкое положение, а самим предстать полными невежами, не задавайте таких вопросов. Потому что любимый цвет, нелюбимый. Морожка ягода яркая, красивая, вкусная. В традиционных представлениях она связана с солнечным светом, с серединой лета, с девичьей зрелостью. Но у нас в природе есть еще и голубика, синяя черника, красная брусника, черная смородина и так далее. То есть нельзя сказать, занимаясь цветом, что вот один цвет какой-то замечательный, а остальные так себе, не очень хороши. Мы легко произносим разные названия цветов. То есть цвет для нас прежде всего какие-то цветовые наименования, термины. Представляем то, что имеем в виду примерно, когда говорим красное яблоко, багровое лицо, алая заря, кровавый рубин и так далее. То есть мы различаем вот эти оттенки красного цвета между собой. Но хорошо ли мы понимаем, что такое цвет и какую роль цвет играет в нашей жизни? Напомню, что отдельные цвета – это всего-навсего волны определенной длины, которые ограничены диапазоном от 760 до 380 нанометров. То есть от инфракрасных до ультрафиолетовых излучений. И таким образом цвет в принципе ничем не отличается, например, от электромагнитных, звуковых, рентгеновских, радио и прочих волн, поскольку мир вообще обладает волновыми характеристиками. Мы привыкли к тому, что нам обычно говорят о 7 цветах радуги. Это ньютоновский взгляд. Мне ближе взгляд Гёте, который подразделял гамму на 8 цветов и исходил не из спектра, не из оптики, а немножко из других вещей. Но независимо от культуры, от расы, от этнической принадлежности человека, человеческий глаз способен различать до 10 миллионов цветов и оттенков. То есть, по большому счету, у нас нет столько слов, чтобы обозначить каждый оттенок, каждый цвет. Вот. При этом мы видим цвета не непосредственно, а их отражение от тех или иных предметов, или их преломление в природных линзах, в атмосфере, в воде, которые имеют разные состояния. Причем и отраженный свет мы видим далеко не в его чистом или монохроматическом виде. Поэтому даже словосочетание «голубое небо» очень и очень условно. Небо, оно вообще может ли быть голубым, мы даже и не знаем. Оно бывает разное вообще. Но у нас устойчиво вот так вот сохраняется
голубое небо, синее небо. Именно поэтому, рассуждая о цвете, мы говорим не об отдельных монохромах, то есть моно-1 хрома цвета, туда термин хроматизм, то есть цветоведение или цветовидение, о целых группах цветов, которые условно объединяются под общими названиями: желтый, красный, синий. Но при этом мы имеем в виду, что словом красный или желтый не ограничивается один цвет, но еще и масса оттенков, от светлых до темных, от относительно чистых до смешанных, то есть синий-зеленый, изумрудный, аквамариновый для нас и для многих, допустим, традиционных культур. Это какие-то оттенки или синего, или зеленого цвета, и в любом случае их будут объединять или как зеленые, или как синие, желто-красный, оранжевый, золотой, сине-красный, фиолетовый, пурпурный, розовый и так далее. То есть все равно в любом случае мы какие-то очень большие группы цветов, очень большие группы оттенков будем объединять для удобства, для нашего удобства, чтобы проще там как-то было разобраться. Мы объединяем их в отдельные группы, концентрируем и сублимируем целые группы цветов под терминами, которые обычно филологи называют цветообозначение. А в рамках хроматической теории мы называем сублиматами, то есть нечто сублимированное, отделенное от реального цвета, но имеющее в виду какие-то группы цветов. Самих цветообозначений в языках не очень много, поскольку из миллионов тех самых упомянутых оттенков осознать и назвать мы можем далеко не все, слишком много понадобится слов для этого. Хотя наш организм, наше бессознательное, наше тело, оно реагирует на цвет независимо от наших эстетических вкусов, то есть от подсознания, от эмоций и так далее, и от нашего сознания. В принципе, в приведенной вот этой таблице, не знаю, насколько хорошо видно, показано, как отдельные цвета действуют на психическое и физиологическое состояние человека, поскольку психика и физика не связаны. Любое психическое изменение влияет на изменения организменные, телесные. Вот тут, допустим, белый гасит раздражение, серый не вызывает раздражения, успокаивает, нейтрализует. Черный способствует сосредоточению. Поэтому глубокая темнота – это, по-моему, единственное место, где можно человеку от всего отойти, отвлечься, заняться медитацией. От того и уходили в пещеры, допустим, в разных культурах, представители разных культур, отшельники и так далее. То есть вот здесь, с одной стороны, цвета, общие какие-то названия, общие группы, тоже группы небольшие. И с правой стороны то, как организм воспринимает. Физиологические реакции нашего организма не зависят ни от расы, ни от национальности. Красный, как и инфракрасный. Инфракрасное тепло, ощущение тепла, то есть инфракрасный мы не видим, но ощущаем всем организмом. Что у пигмея, что у коряка одинаково повышают температуру, повышают давление. Синий одинаково их понижает, желтый одинаково активизирует психику, фиолетовый одинаково тормозит и так далее. То есть каждый цвет, он воздействует на своем уровне на какие-то участки головного мозга, воздействует через кожу, то есть нам не обязательно даже смотреть на цвет, достаточно этом подвергаться какому-то облучению, скажем, ультрафиолет. Если человека поместить в синюю комнату, выкрашенную в синий цвет, при синих лампах, думаю, из 10 человек где-то 3 человека, может быть, выживет дней через 5-6. У остальных начнется глубочайшая депрессия, которая вплоть до самоуничтожения организма приведет. Но мы можем говорить только об индивидуальных реакциях отдельных организмов на конкретные цвета, культурные стереотипы.
допустим, гипертоники и гипотоники, они будут отличаться. Гипертоники быстрее среагируют на воздействие красным цветом, то есть у них резко повысится давление, скачок такой. Гипотоники поспокойнее отнесутся к этому. То есть один и тот же цвет на разных людей, на индивидуальном уровне, на персональном уровне может воздействовать по-разному. И во втором случае мы можем говорить о формировании хроматических представлений у того или иного народа. То есть в зависимости от географических условий, от природных условий, от социальных связей формируются свои цветовые какие-то системы. И, допустим, африканское выражение, для африканских народов непонятно будет наше выражение «красно-солнышко», потому что в наших широтах оно красное, а у африканцев оно белое, потому что экваториальное солнце, оно более такое сильное, более мощное, менее подвержено аберрациям. И небо для жителей экватора или предполярия, для степняка или таежника в силу разной рефракции в разных местах и в разных условиях будет выглядеть по-разному. Вот, поэтому для африканца, опять же, черное небо это естественно, потому что черные, синие, зеленые цвета они относят к одной группе цвета, а красные, желтые, белые относят к другой группе цвета. То есть распределяют очень строго на черный, на белый цвет. И даже если небо будет бледно-голубым, для африканца оно все равно будет черным. И то же самое для европейца. Вот это сочетание черное небо, например, африканское, оно звучит жутковато, мягко говоря. То есть как-то черное значит мрачное, темное, вообще без лучика света, поскольку черноту мы понимаем по-разному с африканцами. И это значит, что в разных культурах вроде бы одно и то же явление, один и тот же цвет может восприниматься, трактоваться по-разному. И на этом восприятии основывается культурное восприятие, культурное осмысление цвета на уровне образов, символов. Дальше уже идут аллегории, то есть аллегории это уже более-менее осознанные, осмысленные символы, которые формируются больше сознанием по общей какой-то конвенции. И возвращаясь к своему утверждению в начале беседы о глупости вопроса, о предпочтительности какого-либо цвета, одного цвета в конкретной культуре. Цвет – понятие системное. А значит, мы не можем оперировать терминами «нравится», «не нравится», «любимый», «нелюбимый», «красивый», «некрасивый», применительно к цвету в культуре. Для традиционных культур все цвета хороши, хотя каждый хорош на своем месте, в своем контексте, и каждый цвет содержит или отражает какую-то огромную смысловую группу, огромное семантическое поле. То есть каждый цвет это ядро, семантическое ядро определенного поля. Поскольку мы говорим о культурном человеке, то человек в культурах, в любой культуре, это мера всех вещей. Поскольку единственным инструментом, несмотря на то, что вот у нас сейчас, конечно, инструментов море, инструменты разные, но тем не менее единственным основным инструментом познания у наших далеких предков и у нас был и остается наш бедный организм. С одной стороны он удивительно сложный, а с другой стороны удивительно простой, поскольку человек проверяет мир, испытывает самого себя, изучает, исследует мир органами чувств. И в принципе вот эти вещи, значит, можно рассматривать только как удлинение нашего зрения, удлинение наших рук, нашего осязания, нашего слуха. Мы только расширяем с помощью вот этих компьютеров, с помощью технологий, расширяем пространство, наше личное пространство, общее пространство человеческое. Но, в принципе, у нас
инструменты остаются одни и те же. Пусть улучшенные, пусть более качественные, но те же. И при этом свое восприятие человек переносит на реальность. Даже мы, люди современные, иногда метафорически, иногда и на полном серьезе, приписываем природе какие-то человеческие качества. День мрачный, еще что-то, природа плачет. То есть приписываем реальности человеческие характеристики. И оттого мир, я думаю, Павел Федорович или слушатели новые, если Павел Федорович, я думаю, говорил о мифологическом восприятии мира. Наше восприятие мира, несмотря ни на что, несмотря на всякие наши достижения величайшие, остаются мифологичными, мифологическими. Мир для нас по-прежнему антропоцентричен, то есть мы где-то в середке, мир вокруг нас крутится. Мир антропоморфен, человек и мир, они подобие друг друга, познаваем органами чувств. Вот эти три тезиса, которые очень важны и для мифологии, и для хроматического исследования мира. Зрение дает наиболее богатую информацию из этих органов чувств. Оно систематизирует формы, цвет, отмечает какие-то изменения цвета в природе, изменения цвета, окраски окружающих предметов. То есть мы как-то маркируем пространство с помощью зрения в основном и прежде всего, поскольку где-то зрение дает нам информации около 60-70% всей информации, которую мы получаем от наших органов чувств. И таким образом систематизация мира приобретает преимущественно цветовую или хроматическую форму. И в этом смысле мы можем говорить о хроматизме как о целой науке, которая изучает не столько цвет как таковой, не оптику и не спектрограммы, не химию цвета, то есть содержание и состав красок, химических соединений, которые придают цвет предметам и вещам. А восприятие цвета в рамках человеческих культур и оперирование цветом как символом, как образом, как аллегорией, для передачи своих представлений о мире, для понимания этого мира, для передачи представления о людях, о самом себе. И вот тут как раз для нас очень важным становится и возникает понимание цвета как сублимата, то есть некой философской, культурной или культурологической, если так угодно, категории. То есть это целое понятие. Термины сублимат и хроматизм в значении цветовые представления или как замену цветовых представлений, потому что цветовые представления очень широки, ввел в свое время Николай Викторович Серов. Первая монография по цвету, которая вышла в 1964 году. Когда я с этим человеком познакомился, он достаточно молодо выглядит. Сказал, что монография вышла в таком-то году. Для меня как-то даже очень удивительно было, что в мой год рождения появилась первая книга вот этого человека. Очень интересный сам по себе человек. И вот он сам по образованию химик, кандидат химических наук, но потом докторскую уже защищал по культурологии. То есть начинал как химик изучать краски, каким образом из смешения каких веществ, каких атомов и молекул появляются такие-то цвета. Потом, значит, перешел с химических соединений на оптику, на спектрограммы. И оттуда уже перекинулся на психику, на психофизиологию. В конце концов понял, что цвет – это явление культурное и общечеловеческое, и что о нем можно говорить как о хроматизме, то есть как о фундаментальном способе человеческого познания и миропонимания. И вот как бы вот в этом плане я сам и исследую цвет, и изучаю цвет. То есть не просто как какие-то эпитеты, там еще что-то, как мне предлагали изначально, когда я занимался фольклором. Первая монография по цвету еще очень слабо опиралась на теорию хроматизма, поздно
поздно я вышел на Серова, где-то уже после того, как диссертация была написана, книга на основе диссертации. Она была практически о символах, о фольклорных цветовых образах. И вот так выглядела обложка. Но тем не менее и в тексте, и в авторской графике я уже отразил представление о первичной систематизации мира. То есть весь цветной мир, полихроматичный мир, он формируется между двумя началами, белым верхним и черным нижним. Между иеном, светом и омелем, тьмой, верхом и низом образуется, формируется весь и мифологический, и реальный мир. Так белый, как сумма, спектральная сумма монохроматических цветов, поскольку призма расщепляет на разные цвета именно белый свет. Черный, как абсолютная сумма красок или отсутствие цвета, они создают в сочетании, в сотворчестве, как это в мифах получается, что вот иен и омель создают человека, весь мир. Точно так же вот цветной или серый средний мир людей появляется из сочетания, из взаимодействия белого и черного. Причем интересно, что смешивая реальные краски, мы не получим черного цвета. У нас, видимо, просто нет еще такого количества красок, реальных красок, из которых можно получить было черный. Получаем чаще всего бурый цвет, родственный серому. Это цвет земли, цвет всего земного, всего тварного, всего живого и умирающего. Хотя тот же Серов, он, когда говорил о психологических каких-то предпочтениях людей, говорил, что коричневый бурый цвет – это цвет фашистов, курильщиков опиума и шизофреников. Вот. Но по большому счету это уже психология. Как бы, в таком мифологическом смысле бурый и коричневый – это, конечно, прежде всего земля и средний мир. То есть тут синонимия возникает между серым и коричневым. Итак, белый, серый, черный, ахроматическая или нецветовая, или графическая триада маркируют одновременно. Во-первых, трехчастность мира, то есть, что мир делится на три части, верх, низ, середина. Определяют трехчастность, символизируют трехчастность времени. Белое прошлое, серое настоящее и черное будущее. В каких-то случаях, в некоторых идеологемах, значит, возникает наоборот, там, прошлое черное, будущее светлое и прекрасно, но это как бы больше политическое восприятие цвета. То есть все, что было в прошлом, надо убрать, потому что оно было некрасивое, нехорошее, темное, и строить светлое будущее. Но тут в традиционных представлениях прошлое оно всегда белое, потому что о прошлом мы знаем, прошлое в прошлом наши родственники, наши предки, серое – это наши будни, а каким будет будущее, мы можем, конечно, представить, но не знаю. Как говорится, выйдем на улицу, кирпич на голову пойдет, и вот все наше будущее это может быть. То есть это всегда темное, всегда неизвестное. И тут же вот трехуровневость человеческого восприятия всплывает в этих цветах. Черное бессознание, серое подсознание и белое сознание. И эта триада в таком психологическом или психофизиологическом плане дополнительно еще структурируется гендерной оппозицией, мужское, женское, и представлениями о нормальном и экстремальном состояниях и человеческой психики, и каких-то социальных институтов. Они все время пребывают в таком состоянии, качающемся от нормального к экстремальному. И по грубой схематизации у нас получается, что мужчина существует в своем сером подсознании в обыденности, женщина в черном бессознании и белом сознании, то есть, если рассматривать с точки зрения цвета. В экстремальной ситуации у женщины активизируется подсознание, а у мужчины
наоборот, бессознание и сознание, которое в каких-то ритуальных ситуациях, в ситуациях медитативных и так далее, можно даже назвать сверхсознанием. Вот примерно так выглядят наши привычные всем нам треугольники, нам всем известные. Экстремальные ситуации, вот, которая связана обычно с ритуалом, с праздничным настроением, с сексом, с войной, с охотой. То есть со всем тем, что выбивает человека из рутины, из обыденности, из быта, из повседневности. Наиболее активно женское подсознание, мужское бессознание и сознание. В норме у женщины сильнее бессознание и сознание, у мужчины подсознание. Мужчина живет все-таки в обыденности эмоциями, обычными эмоциями. У женщин чаще всего все расписано, они знают, в каком магазине почем что продают, как должны себя вести дети, как должен сидеть за телевизором муж. То есть женщина все это знает. Вот это и есть обыденное сознание. Мужчина против этого протестует. Вот такие треугольнички замечательные. Ахроматическая триада, белый, серый, черный, в процессе человеческого развития естественно усложняется уже в так называемых примитивных культурах. Хотя не очень люблю, конечно, это слово примитивная культура, поскольку так мы можем рассматривать только с нашей цивилизационной точки зрения. Каждая культура, она достаточно развита для того, чтобы самовоспроизводиться. Вот вместо серого цвета вариативно появляется красный сублимат. Базовой для многих культур является ритуальная привязка, когда белый начинает привязываться или начинает обозначать рождение, младенчество, появление чего-то нового. Красный связывается с жизнью, с любовью, войной. Черный связывается со смертью, со старостью. Хотя при этом очень часто вот белый и черный, они как бы смыкаются, когда старый, млад, одно и то же. Вот. И появление красного цвета в первую очередь связано с тем, что для животного мира, для всего биологического очень важно, начиная с насекомых, даже с самых примитивных каких-то существ, у которых даже зрения это нет. Есть какие-то органы, которые ориентируют их движение по ходу Солнца. И завершая приматами, реакция на красный цвет означает выживание. То есть красно-желтое Солнце, красно-желтый спектр – это наше светило, это огонь, который с одной стороны нас пугает, но с другой стороны охраняет нашу жизнь, дает тепло. Красно-желтый цвет указывает на спелость плодов, на цветы для насекомых и, в принципе, для обезьян, наших ближайших родственников. Это цвет нормальной здоровой кожи, хорошо подпитываемой кровью и так далее. То есть вполне естественно, что красный цвет в символике начинает связываться с жизнью. И цвета красно-желтого спектра для нас кажутся очень красивыми, симпатичными, поскольку связаны и с душевным теплом. В троичной структуре мира красный обозначает средний мир, а в какой-то мере красный вовсе начинает означать окрашенный, цветной, многоцветный, красивый. То есть выступает как представитель красок, цветов вообще в целом. Специфика человеческого зрения такова, что мы воспринимаем днем в красно-желтом спектре, в сумеречном состоянии, хотя мы животные сумеречные должны лучше, наверное, видеть, в синем спектре, а при такой сильной темноте ночью в черно-белом. И отсюда возникает символическая группировка окружающих предметов, явлений по трем цветам: красный, желтый, синий. Вот как бы вот эти основные цвета, которые в физике, правда, немножко там в оптике, по-моему, смещается в сторону зеленого, желтый. В культуре коми, например, это основные
символически значимые цвета. Из-за специфики дневного, ночного зрения у мужчин и женщин они отличаются. Это влияет на гендерную привязку к светилам. Образ золотого солнца становится женским, серебряного месяца мужским. То есть как раз связано со зрением, с преимущественным дневным зрением женщин и ночным мужчин, вернее сумеречным. И тут к формированию символа подключается еще и внешний цвет кожи, который у женщин более тяготеет к желтизне, к золотому оттенку, из-за большого количества меди, из-за большего количества меди, скажем так, чем у мужчин в крови, и естественной жировой прослойки, которая у женщин она как биологически востребована. Цветовое зрение определяет и культурное разделение мужчин и женщин в цветовых предпочтениях, связанных с одеждой, например, с какими-то вещами. То есть, мне кажется, я думаю, что для большей части мужчин все равно, какого цвета на них одежда, там яркая, не яркая. Главное, чтобы грела и носилась. А женщины подходят к этому более тщательно, поскольку у них как раз это дневное зрение воспитывает, что ли, с детства воспитывает цветовое видение мира. Женщины лучше видят в цвете. Вот поэтому традиционная мужская одежда, если посмотреть даже по этим музейным экспонатам, она тяготеет к ахроматизму. Единственное исключение составляют красные, желтые, зеленые рубахи, синие, там, праздничные, парадные. Вот. Но это праздничные ситуации, они все-таки входят у нас в экстремальные состояния, в экстремальные ситуации. Женская одежда всегда ярче, цветастее, сарафанные комплексы, красно-пестрые вот эти переднички, узорчатые, яркие, вязаные пояски, чулки, рукавицы и так далее. Меня, например, сейчас, когда на сцену выводится мужчина в очень узорчатых носочках, как-то сильно смущает до сих пор. Потому что мужские орнаменты гораздо скромнее на самом деле. Вот, меня нередко ругают модным в последнее время словом сексист, которое, видимо, придумали бесполые существа. Но тем не менее, я не перестаю утверждать, что общечеловеческой нормой с точки зрения хроматизма является и будет являться природное различие между мужчиной и женщиной, которые закрепляются культурными предписаниями, культурными стереотипами. И вот по этой таблице, например, можно отчетливо заметить сходство и различия мужского и женского на хроматическом уровне. И эти различия регулируют, формируют традиционную жизнь, традиционные какие-то отношения, предпочтения, формируют культуру как таковую. Если вы займетесь живописью, каким-нибудь видом творчества, то это всегда надо иметь в виду. То есть тут разъясняю вот это нормальные условия, экстремальные условия. М означает маскулинность, Ф фемининность. Вот все эти цвета. Значит, красный поле. На что действует, на какие чувства, какие органы чувств не активизирует. Тут уже какие-то эмоции, чувства какие активирует в более глубоком смысле. И вот тут с какой сферой связан. То есть, в принципе, мы не можем сказать, что вот иногда говорят, что красный там мужской и женский, там розовый, девичий, голубой, мальчиковый и так далее. То есть всегда надо иметь в виду, в какой ситуации. То есть красный сарафан, красная рубаха, они могут быть и у мужчины, и у женщины, но в разных ситуациях. И
любой цвет, кроме вот фиолетового, оранжевого. Они как-то более-менее чередуются. Оп, перескочила. Разумеется, хроматическое различие в каждой культуре реализуется своими средствами в конкретных культурно-географических, особо подчеркиваю, географических условиях. К тому же на формирование цветовых систем в конкретных культурах огромное влияние оказывает язык, поскольку мы свои представления облекаем в какие-то вербальные формы, словесные формы. Но даже если отойти от радикально отличающихся от евразийских культур, африканская и южно-центральноамериканская, центральная тоже, то и между соседними культурами, вроде бы сосуществующими в сходных географических, в сходных климатических условиях, даже между ними могут быть различия. И эти различия очень часто не только исторически могут быть обусловлены, то есть в каких условиях развивался тот или иной народ до того времени, как попал в эти условия. Допустим, у якутов все еще встречаются тюркские представления, тюркское восприятие цвета, хотя они живут в Сибири, рядом с совершенно другими народами. Но очень много зависит от того, что было заложено в языке. То есть как раз тут подходим к цветообозначениям. Вот в этих двух своих монографиях я отмечал размытость между зеленым и желтым, которые в коми языке называются практически одинаково. Веж, виж, исторически одно и то же слово. Вот. И неразличение, что ли, голубого цвета от светло-синего. То и другое келит глаз называют. То есть вот в представлениях коми так сохранилось, что зеленый и желтый они где-то в одной группе находятся, голубой находится в одной группе с синими цветами. В принципе, даже фиолетовый под синие тоже подгоняется. И размытость это наблюдается не только в фольклорных текстах, но и в языке. Хотя практически, допустим, это не мешает использовать те или иные цвета, те или иные оттенки. Пояса висят, очень много оттенков цветов. То есть практически это ничему не мешает, но в теории как бы вот есть такое различие. В русском языке существуют отдельные названия цветов. Голубой это отдельный цвет, это не светло-синий, это не синий, это просто голубой. Зеленый, желтый это два разных цвета, то что для коми один общий цвет. Примерно такое же объединение синего и зеленого общим термином кек есть в тюркских языках. Ну и в каких-то частных случаях, конечно, оттенки отмечаются, чтобы мы знали, что это виж такого-то цвета, зеленоватее, желтоватее, там, красноватее. И для этого вот есть отдельные названия, какие-то сочетания. Кольквиш, допустим, яично-желтый, турунвиш, травянисто-желтый. Мырдвиш это такой густо зелено-желтый, даже, можно так сказать, темный цвет означает. Густой темный. Нючвиш и так далее. Мырпомвиш это цвета морожки. Кычкучвиш вообще замечательно. Цвета заячьей мочи переводится. То есть это такой коричневато-оранжевый цвет. Вот где-то ближе к охре даже. Вот примерно такой охристый такой. И вот как-то несколько лет назад, 4 года назад мы затеяли с нашими коллегами, с Истоминым Кириллом Владимировичем и Ильиной Ириной Васильевной, это этнографы, провести эксперименты, выбили гранты и 2 года работали, ставили опыты над коми и над русским населением местным. Проверяли, насколько они хорошо различают цвета. И выяснилось, что действительно вот те мои теоретические, как бы я отталкивался от цвета, от названий и так далее больше.
темы теоретические размышления, спекуляции теоретические, они по поводу желтого, зеленого подтвердились, по поводу синего, голубого подтвердились, несколько не подтвердилась связь между сине-зелеными и синими цветами, поскольку эти опыты, наверное, надо было проводить на Ударе, в ударском диалекте. Только в одном диалекте есть слово «шель», которое объединяет синие и зеленые цвета. Вот. У остальных групп коми этого нет, поэтому это не подтвердилось. Ну, в ходе эксперимента у нас такой простенький эксперимент был. Задается несколько квадратиков разного цвета. Надо очень быстро тюкнуть мышкой, попасть по квадратику, который больше всего отличается в этой группе. И вот выяснилось, что коми, что взрослые, что дети реагируют немножко дольше на то, больше времени затрачивает на то, чтобы отделить желтый от каких-то светло-зеленых, темно-желтый от светло-зеленых. У русских эта реакция немножко быстрее, то есть это связано как раз с тем, что в русском языке есть свое наименование желтого, свое наименование зеленого отдельное, а в коми-языке нет этого. И то же самое с голубым цветом. Там практически в половине случаев голубой светло-синий вообще не различали. Когда говорили, что надо выделить тот цвет, который больше всех отличается, там, и выделяли и самый темный синий цвет, и какие-то яркие цвета синего спектра, но голубой не выделяли. Ну, голубой выделяли, но гораздо больше на это времени уходило. То есть коэффициент был, конечно, гораздо ниже. И вот, видимо, вот такие отличия, они как раз формируют и культуру, и культурное представление, и образы, фольклорные образы, прежде всего. Вот. Пожалуй, этим я завершу. Полихромной вам жизни. Многоцветной и разноцветной.